Приветствую вас, наши дорогие телезрители, приветствую всех, кто продолжает сидеть дома. Вы даже себе не представляете, как мне хочется пожелать вам доброго утра с нашей просторной, уютной телестудии, пообщаться с интересными гостями, знакомить вас с актуальной информацией. Увы, но это совсем не говорит о том, что мы не можем не делиться с вами полезной информацией, даже находясь дома. Я поздравляю вас с наступившим летом, очень надеюсь, что нам все-таки удастся им вдоволь насладиться. Согласитесь, мы никогда еще так спокойно не праздновали ни 1, ни 9 мая, ни последний звонок, ни День защиты детей, в конце концов. И, кстати, как раз-таки к 1 июня этого года, по данным отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия, начался новый тысячный отсчет количества семей, получивших государственную поддержку в виде сертификата на материнский семейный капитал. Данная федеральная программа является одной из наиболее значимой и востребованной государственной мерой поддержки семей с детьми за последние годы. Начиная с середины апреля, Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский семейный капитал, чтобы семьи не только быстрее получали капитал, но и не тратили усилия на его оформление. Прежний заявительный порядок сохранился только для семей, которые усыновили детей. После появления ребенка материнский семейный капитал оформляется автоматически, и семья может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг. Отделением Пенсионного фонда по Республике Саха-Якутия в проактивном режиме оформлено 2613 сертификатов. Материнский семейный капитал – это всегда новые возможности для родителей, для развития наших детей, их будущего. Материнский семейный капитал в Якутии в цифрах. На улучшение жилищных условий направили 55 435 владельцев сертификата на общую сумму 21 миллиард рублей. На получение образования ребенком детьми 4885 владельцев, 261 миллион рублей. На ежемесячные выплаты на второго ребенка 1409 владельцев, 211 миллионов рублей. На формирование своей накопительной пенсии направили 51 человек на общую сумму более 7 миллионов рублей. Индексация суммы государственной поддержки семей с детьми происходит автоматически. В 2020 году сумма материнского семейного капитала составляет 466 617 рублей за вторых детей, рожденных в период с 2007 по 2019 год включительно. 416 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 года. 616 617 рублей за вторых детей, либо за третьих или последующих детей, если раньше права на капитал не возникало, рожденных начиная с 2020 года. Стимулирующие выплаты на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, предложенные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, начали поступать жителям нашей республики. Всего по данным Пенсионного фонда дополнительную поддержку от государства в размере 10 тысяч рублей в Якутии смогут получить около 180 тысяч семей. Единовременную выплату можно получить на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, вне зависимости от доходов родителей. Помимо данных выплат, в регионе также продолжается прием заявок до 1 октября на ежемесячные дополнительные выплаты на сумму 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет с условием наличия права в семье на материнский капитал. У нас в семье воспитывается 4 несовершеннолетних детей. Младшему ребенку в эти дни исполнилось 1,5 годика. И в эти дни мы, как семья, имеющая право на материнский сертификат, подали заявление о выплате 5000 рублей из Пенсионного фонда. Заявление мы зарегистрировали через государственные услуги. Деньги поступили очень быстро, в течение буквально 5 рабочих дней.
Мы даже сами удивились. Конечно, эти деньги являются существенным подспорьем в бюджете многодетной семьи, так как в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, конечно, для детей обязательно нужна иммунизация, а лекарственные средства и витаминчики у нас стоят очень дорого. Хотелось бы выразить благодарность за то, что такая помощь государством осуществляется для нас, многодетных семей. Социальные проекты, которые с успехом претворяются в жизнь в нашей республике, это существенная поддержка для молодых специалистов. Так, к примеру, проект «Молодой оленевод» направлен на улучшение жилищных условий людей, которые заняты в одной из самых сложных отраслей сельского хозяйства. Молодым оленеводам Якутии предоставить социальные выплаты на приобретение и строительство жилья до 1 миллиона рублей. Согласно документу, право на социальную выплату будут иметь молодые оленеводы до 35 лет, которые работают на территории 13 улусов, входящих в арктическую зону республики. Также стаж в отрасли домашнего северного оленеводства на территории Якутии должен быть не менее 4 лет. После получения выплаты молодой оленевод должен отработать в оленеводстве еще 5 лет. Нашим министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия было разработано положение о социальных выплатах молодым оленеводам для строительства или приобретения жилья. Потому что мы все знаем, что сегодня у наших оленеводов, у многих практически нет на сегодня жилья, особенно у молодых оленеводов. И, конечно, для того, чтобы сделать труд оленевода привлекательным, необходимы какие-то новые подходы. И это один из таких дополнительной меры по поддержке молодых оленеводов, чтобы они приходили в оленеводство, работали там. На сегодняшний день нами разработан порядок. Этот порядок был утвержден постановлением правительства Республики Саха-Якутия 26 мая этого года. И основным распределителем средств будет Министерство сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. В государственной программе по развитию арктической зоны и устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия предусмотрено 11 миллионов рублей на социальные выплаты молодым оленеводам. Это означает, что сегодня мы не сможем обеспечить все районы, где осуществляется оленеводство, такими выплатами, но в этом году в пилотном режиме мы предоставим такие социальные выплаты молодым оленеводам из 11 районов арктической зоны Республики Саха-Якутия. Мы понимаем, что данных средств недостаточно, потому что у нас потребность достаточно высокая. Всего в 21 районе Республики Саха-Якутия работают 236 молодых оленеводов. Из них 164 молодых оленеводов в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Поэтому, конечно, этих средств недостаточно для решения проблемы, но мы надеемся, что со следующего года данная программа будет расширяться. Есть поручение главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева по итогам поездки в Тампонский район, село Тополиное. Данное поручение касается изыскания дополнительных средств на программу «Молодой оленевод» с тем, чтобы во всех оленеводческих районах, в 21 районе осуществлялись такие выплаты молодым оленеводам, вне зависимости от зоны ведения оленеводства. Поэтому мы надеемся, что со следующего года эта программа будет расширена, будут дополнительные средства, и все те, кто претендует на это, получат социальные выплаты для того, чтобы строить или приобрести жилье для себя. Ну а теперь признавайтесь, спортом занимаетесь? Ну или хотя бы зарядку-то по утрам делаете? Не понимаю, как можно сидеть сложа руки, ноги, когда нас мотивируют такие спортсмены, как, например, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу Владимир Волынец. Принял. Работай.
Всем здравствуйте, я Владимир Баланец, и на штанге 150 килограмм. Готов. Вот так. Есть танка. 5 раз. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Будьте сильны и здоровы. Мы не сдаемся. И вам советую. Если вы ищете работу или напротив ищете работника, то следующее видео обязательно будет для вас полезным. Доброе утро, уважаемые телезрители! Меня зовут Слепцова Мария, руководитель офиса «Моя работа» в городе Якутске. Сегодня очень много вопросов поступает от граждан, как искать работу в условиях пандемии, сидя дома. И хотелось бы рассказать об этом. В условиях самоизоляции можно искать работу через портал «Работа в России». Для этого вы набираете www.trudvsem.ru. Данный портал создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу работодателям работников. Все государственные услуги на этом портале бесплатны. Можно искать работу 3 способами. Для этого, как соискатель, вы можете зайти на данный портал, и не обязательно здесь нужна регистрация. И заходите, набираете свою профессию, и через критерии поиска можно посмотреть все вакансии, которые есть. Они выйдут вам списком и на карте. Далее можно также оставив резюме. Для этого вы должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». И третий способ – это через Центр занятости населения. И через Центр занятости на сегодня в условиях пандемии также можете через портал «Работа в России». И здесь также нужно зарегистрироваться. На главной странице «Работа в России» вы находите «Подать заявление», как встать на учет по безработице. И здесь, когда вы нажимаете, выходит инструкция, вы читаете и далее нажимаете «Оформить пособие». Далее вы начинаете заполнять свое заявление. При заполнении заявления вам понадобятся такие документы, как паспорт, трудовая книжка, документ о квалификации и, если есть у вас дети, то свидетельство о рождении детей. Полностью вы заполняете свое заявление, а также резюме. Далее, значит, когда поступает данное заявление, Центр занятости вас регистрирует как ищущий работу, и в течение 11 дней, если вы не найдете работу, вас признают безработным с назначением выплаты пособия. Если поступит вакансия от работодателя, Центр занятости, то мы направляем ваше резюме работодателю, и когда откликнется работодатель, то мы можем вас пригласить на собеседование между работодателем и вами. И таким образом вы можете найти работу. А как найти работника работодателю? То также можно через портал «Работа в России». Здесь первый способ – это можно посмотреть все резюме, которые граждане, ищущие работу, размещают самостоятельно. Здесь также регистрация не обязательна. А вот чтобы подать вакансию на данном портале, нужно зарегистрироваться на портале, создав личный кабинет. И здесь можно посмотреть новые резюме, которые попадают в данную базу, и также можно подавать вакансии, можно их изменить, снять эти вакансии, и также пригласить
граждан на собеседование. И таким образом можно найти также работников. Всем желаю удачи и, конечно, чтобы нашли соискатели себе подходящую работу, а работодатели себе подходящих работников. На что обратить внимание при подготовке проекта на гранты? Какие ошибки мы допускаем чаще всего и что дает нам дополнительный балл? Ольга Анатольевна Вешникова, руководитель Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Саха-Якутия, ответит на часто задаваемые вопросы. Поставить цель, определить задачи, определить ряд комплекс мероприятий и четко сформулировать качественные, количественные результаты, которых вы хотите достигнуть. Но если вы хотите получить дополнительные баллы, то есть критерии отбора, которыми оперируют эксперты, мы должны не забывать, что эти проекты, они не коммерческие. А мы, некоммерческие организации, мы должны быть открыты и доступны. И, соответственно, мы должны иметь в соцсетях свою страничку. И это не страничка Иванова Ивана Ивановича, а страничка НКО в Инстаграме, желательно Facebook, ВКонтакте, в других мессенджерах и соцсетях. Эксперты в первую очередь посмотрят вашу открытость и вашу деятельность на сайте или хотя бы иметь блог, или баннер на сайте у ваших социальных партнеров. Этого будет достаточно. И, конечно, нужно иметь некие публикации вашей предыдущей деятельности. Это будет говорить об опыте вашей организации в этом направлении. Если ваша организация является организацией, к примеру, Хангаласского ВУЗа, то значит ваш проект, он в принципе должен быть структурирован в пределах Хангаласского ВУЗа. Но это не значит, что вы не можете перемещаться, выезжать, привозить экспертов в свой район и так далее. Да, действительно можно. Мы раньше тоже сомневались, можем ли мы подавать, если в данный момент мы реализуем грант, поддержанный фондом президентских грантов. Могу сказать, что можем, и я даже знаю примеры, когда на одно и то же направление, если это действительно тема актуальная, проект нужен, востребован, и в его эффекте заинтересованы местное сообщество, целевые группы, то такие проекты действительно поддерживаются прямо одно за другими, не обязательно заканчивать предыдущие до конца срока. Республиканские гранты будут тоже в интерфейсе электронном. Соответственно, мы должны привыкать, если к это условие гранта оператора, что не бумажный вариант, а именно электронный. И набить проект достаточно трудоемкий процесс. И делать двойную работу в Word, а потом на сайте, если у вас все хорошо с интернетом, конечно, в районе, в наследии, то я считаю, что это двойная работа. И к нам очень часто обращаются именно с тем, что помогите теперь из Word перевести в электронную версию. Этим ресурсный центр наш не занимается. Мы можем такую услугу оказать только нашим коллегам из арктических районов. Ну, а я, в свою очередь, продолжаю делиться с вами отсмотренными кинокартинами, ведь уютный летний вечер за просмотром хорошего кино никто не отменял. Ричард, ты теперь национальный герой. Спасибо, сэр. Для тех, кто не успел посмотреть фильм этой зимой в кинотеатрах, настоятельно рекомендую посмотреть фильм прямо сейчас. Фильм под названием «Дело Ричарда Джуэла». Основан он на реальных событиях и расскажет историю Ричарда Джуэла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Главный герой, заметив подозрительный рюкзак с бомбой, как оказалось, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась не так долго. Уже через несколько дней Джуэл сам превратился в главного подозреваемого и жертву травли со стороны общества. В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут.
Ты подложил эту бомбу! В парке столетия Олимпиады бомба. У вас 30 минут. Я не знаю, как тебя защитить. Я уверен, твой клиент виновен. Они свалят всю вину на тебя. Ты готов дать им отпор? Мам, а наш папа много подвигов совершил? Много, сынок, много. Сколько себя помнит Эмиль, война была всегда, но он очень ждет, когда она закончится, ведь тогда вернется его отец, которого Эмиль знает только по фотографиям и по письмам. Однажды мама уезжает в далекий город и привозит с собой молчаливую девочку по имени Оксана и передает наказ отца заботиться о ней как о родной сестренке. Я больше никогда не оставлю Оксану одну. Эй, фашист, сдавайся, хендахом! Я не хотела, чтобы ты увидел войну. Вот ты какая, моя сестренка. Что ж, я желаю вам приятного просмотра, очень надеюсь, что было полезно. И, пожалуй, впервые для выпускников этого года последний звонок прозвенел весьма необычно. Но благодаря дистанционным возможностям мы так или иначе все же смогли проводить наших 11-классников в предстоящий жизненный путь. Сын моего коллеги Алексея Лукина также в этом году заканчивает 11 класс, чем мы его и поздравляем. Предлагаю посмотреть поздравительный видеоролик выпускников Бердикестянской школы имени Семена Данилова. Семен Петрович Данилов adının Бердикестян орта осколотыгар кәлбеттегілер плоджеттар бұтыгар Нөрен-нөргүй Айқал мечел урой туску волокту. Огромной частью в жизни каждого человека является школа. Именно здесь мы находим первых друзей, первых помощников в лице учителей. Познаем влюбленность и испытываем первые трудности с учебой. Именно в школе мы учимся бороться со своей ленью, учимся красиво и правильно излагать свои мысли. Сегодня последний день учебы в нашей родной школе. Мы шли к этому дню очень долго. Впереди нас ждут выпускные экзамены. Являясь выпускниками школы, хотим вам коротко рассказать про наш класс. Мы выпускники Бердикестянской СОЖ имени Семена Петровича Данилова. Классным руководителем является Степан Алексеевич Константинов. В 11 классе мы участвовали в устных, республиканских и всероссийских конкурсах. Наши спортсмены Абрамов Денис, Дойма Богдан, Лукин Давид и Данилов Вадим занимают призовые места по разным видам спорта. А также в нашем классе есть много написанных нами научных проектов. Кроме этого, мы с классом посещаем танцевальный ансамбль «Каламай Сулус», где стали призерами и победителями в различных конкурсах по танцам. Делая первые шаги во взрослую жизнь, хотим поблагодарить наших любимых родителей, учителей и директора школы за огромный вклад в каждого из нас. Искренне благодарны за то, что вы поддерживаете нас в этот нелегкий для нас период. Огромное спасибо учителям, что создали атмосферу, в которую хочется возвращаться ежедневно. Мы вас очень уважаем, любим и надеемся, что и вы нас будете вспоминать добрым словом. От всей души коллективы школы пожелаем крепкого здоровья, больших успехов и счастья вам и вашим близким. Желаем, чтобы ваш труд становился легче с каждым годом. Пусть каждый день приносит новые поводы для гордости собой и приятные сюрпризы. Никогда не забудем нашу родную школу и будем с радостью приходить к вам в гости. Мы надеемся и будем очень стараться прославить нашу любимую школу. Желаем всем выпускникам 2020 года успехов и удачи, чтобы каждый выпускник выбрал для себя правильный путь, который поможет освоить любимые и нужные профессии. Что ж, а на этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас
каждую среду на канале НВК Саха. Проводите время с пользой, берегите себя, близких и будьте здоровы!